Идея создать группу Postdukes появилась не сразу, она появилась в перерыве после того, как мы с девочками играли в группе Дукес. Это слово обозначает кафтан, удмуртский национальный, вот, который на мне сейчас. Но у меня сайстем Дукес, который без рукавов, а есть Дукес полноценный, то есть это полноценная верхняя традиционная одежда. До того, как создать эту группу, мой музыкальный опыт нарабатывался в разных удмуртских коллективах. Например, на электрогитаре я играл в панк-рок группе Амисавод. И параллельно на гармошке я играл в фольклорно-этнографическом ансамбле Чип-Черган. На аккордеоне и на клавишных я играл в панк-метал группе Малыми, а сейчас играю только на кубызе в 3 группах. Это Cat Cubits, Финно-Угорский шаманский оркестр и, собственно, Postdukes. В конце 2020 года у нас вышел альбом под названием Удмурт Рейв. Туда вошли 7 композиций. И спустя некоторое время мне написал парень из Санкт-Петербурга, у которого есть лейбл, и он выпускает музыку на физических носителях, и предложил выпустить кассету. И вообще обложкой альбома послужила моя картина из серии Удмурт Рейв. То есть и серия называется Удмурт Рейв, и альбом называется Удмурт Рейв. Артворк такой, который делала Вера Штыкова. Тут вот еще есть фотографии Тани и Лили. Они, получается, позируют в стиле вот картины Удмурт Рейв. И вдруг, если кто-то захочет приобрести себе эту кассету, то, наверное, надо написать этому лейблу, который вот так называется They Live Records. Традиционные песни, удмуртские песни для меня дают энергию. Имея педагогическое и психологическое образование, я понимаю, что это один из способов, естественных способов снятия напряжения, когда ты отдыхаешь, когда ты расслабляешься. Ну и второй момент – это вот эти тексты, философские тексты, которые дают тебе какое-то наполнение. С одной стороны очищение, с другой стороны наполнение. Переехав в город, получается, когда я стала первокурсницей, я училась на логопеда, и поэтому у меня в группе все разговаривали на русском языке. И мне запрещалось разговаривать на удмуртском. То есть это был, стоп. Даже по телефону мне нельзя было с мамой разговаривать на удмуртском. В итоге я сопротивлялась. Я замкнулась очень сильно на целый год. В итоге, благодаря Чип-Чиргану, получается, благодаря этому сплоченному коллективу и благодаря танцам, песням традиционным, я нашла то общество, в котором я себя прекрасно чувствовала. Благодаря этому обществу я считаю, что нашла себя. И из него вытекли мы. Дукес.
Этот инструмент называется кубыс, или еще другое есть название коскан крещ. Имеет 3 струны. Настройка как у скрипки в квинту, но у многих музыкантов, которые играют на инструменте, может быть разный строй. То есть нету какого-то единого строя. И это специфика народных инструментов такая, что он может быть разных форм немножко, он может быть вот такой длины, как мой кубыз, например, он может быть поменьше. Где-то полмесяца назад я закончил делать кубыз, и это был 16-й. Я их подписываю внутри. Там написано номер, еще там написано «Чудя жени», год. Жаля солене вожле тає, яра тоне жалю поти, жаля солене віра мекели, яра тоне жалю. Больше 5 лет, получается, мы были участниками Чепчерганов. Потом в некотором роде руководителями или хореографами, да, по очереди. Вот, и это настолько мощная и большая база. Мы не являемся филологами, не изучали это с научной точки зрения. И вот этот опыт, который мы получили, это больше не теоретические какие-то знания, а практические. Угу. Больше даже, может быть, в каком-то бытовом понимании, потому что исполняем мы это тоже непрофессионально. Угу. Мне кажется, наоборот, из-за того, что мы не учились в какой-то степени где-нибудь в университете, то есть мы не учились, да, мне кажется, благодаря этому, из-за незнания вот этих вот канонов, как нужно петь правильно, мне кажется, мы поем более традиционно. Более свободно. Да, более свободно. Обычно вот корпус у него цельный такой, от низа до конца, вот эта часть, она долбленная внутри, и из липы или из ольхи, потому что она мягче и в целом на звучание не так сильно влияет, как дека верхняя, например. Дека, которая вот приклеена вот эта, она всегда делается из ели. Вот его накладка, вот эта полоска, она сделана из дуба, который я заготавливаю сам, потому что как-то я нашел упавшее дерево и большие его ветки срубил и забрал себе домой. И они лет 6 уже сушатся в сарае. И из дуба же у него колки сделаны. А еще вот этот струнодержатель, на котором, кстати, прикреплены машинки так называемые, они помогают настраивать инструмент более точно, потому что вот этими колками очень сложно сделать точную настройку. И последний элемент – это вот подставка. Обычно у скрипки она из клена, но я делал разные. Вот сейчас тут стоит из ореха. Струны, они покупные, обычно от скрипки, но конкретно вот на этом кубызе тут строй другой, потому что я тут использую более толстые струны от альта. В смычке использован конский волос. Обычно я его тоже заказываю в интернете, потому что так проще и быстрее. Всегда использую подключение через педали эффектов.
чтобы сделать такое подключение, тут есть гнездо, здесь и здесь, вот в этих точках примерно, находятся пьезодатчики, которые вибрации от деки кубыза передают в электронный сигнал. More